Сегодня Государственный совет Чувашской Республики собрался на первую сессию после летних каникул. В повестке 20-го заседания 17 вопросов, основные, о поддержке многодетных семей и участников СВО, вынесли в начало сессии. Более 10 лет назад было принято решение о выделении земельных участков для многодетных семей. Зачастую земли выделяли, но на них строить было невозможно, далеко от инфраструктуры и коммуникации. А значит, возводить дом и вести хозяйство невыгодно. 21 175 многодетных семей поставлено на учет для получения земельных участков на сегодняшний день. Каждый год эта цифра прибавляется от 1500 до 2000. Реализовали свое право в получении земельных участков около 10 тысяч. 10 042, данные там на 1 сентября. 90 домов только зарегистрировано. В начале года глава Чувашии в послании Госсовета поставил задачу применить и другие подходы к решению этой проблемы. В начале сентября Кабинет министров рассмотрел проект закона и вынес его на рассмотрение парламента республики. Предлагается в размере 250 тысяч рублей установить размер данного сертификата, но при этом сделать его, так скажем, целевым. До конца года отдельным постановлением Кабинета министров мы разработаем порядок, на что можно направлять данный сертификат. При подготовке законопроекта изучили опыт других регионов. Во многих введена такая альтернатива. Суммы разные, где-то 170 тысяч, где-то 450. Хотелось бы понимать, как и откуда была взята сумма. Почему сумма в этом году устанавливается 250 тысяч? И есть ли перспектива ее увеличить? Решение субъекта о введении альтернативных мер принимается, как я уже сказал, исходя из бюджетной обеспеченности региона. Та цифра, которая была озвучена, 250, я не считаю, что она маленькая, не считаю, что она большая. В принципе, на эту сумму, наверное, какие-то альтернативные меры, альтернативные варианты можно реализовать. Мы в любом случае должны начать с чего-то, посмотреть, как заработает эта норма закона, какие будут заявки, сумма будет утверждена на следующий год. Ну и все в наших руках, можем дальше уже, исходя из ситуации, корректировать эти суммы. Лидеры парламентских фракций в целом поддержали законопроект. Концептуально монетизацию таких программ по улучшению жилищных условий я поддерживаю. ЛДПР всегда выступала и будет выступать за расширение прав граждан. Идея не новая, и я выражаю глубокое удовлетворение. И также коллеги такого же мнения, что мы наконец-то смогли решить этот вопрос и предоставить денежную выплату, если семьи сами этого пожелают. Конечно, вопросы были и споры по сумме, но тем не менее, я думаю, что начало положено. Безусловно, эта сумма, надеюсь, будет в будущем индексироваться. Депутаты рассмотрели еще один законопроект, который призван улучшить жилищные условия многодетных семей, отцы которых участвуют в СВО. В начале августа к спикеру парламента обратился боец, который с женой воспитывает 5 детей и живет в малосемейке. Депутаты поддержали законодательную инициативу Леонида Черкесова. Татьяна Молокова, Сергей Мильянов, Национальное телевидение Чувашии.